Здравствуйте! Вы смотрите актуальное интервью, в студии Валерия Наумова. По всей Якутии завершился пожароопасный сезон. Соответствующий приказ был подписан 12 сентября. В пожароопасный сезон этого года площадь лесных пожаров в республике сократилась в 13 раз по сравнению с прошлым годом. Такого результата удалось добиться благодаря региональным и федеральным мерам, в том числе увеличению финансирования на охрану лесов в совокупности почти в 8 раз. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия, начальник отдела административной практики и дознания Надежда Петрова. Надежда Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Вначале хотелось бы у вас спросить, как на сегодня складывается обстановка с лесными пожарами? Ну, я повторюсь, что официально в нашей республике пожароопасный сезон завершен. На сегодняшний день у нас действующих пожаров нет. За весь сезон было у нас зарегистрировано более 500 лесных пожаров. Здесь я должна сказать, что тоже повториться, что значит, наблюдается снижение данных лесных пожаров в 3 раза. Ну и также, разумеется, площадь, проведенная огнем, тоже уменьшилась аж в 13 раз. Ну, по всем пожарам мы проводим проверки дознавателя МЧС в целях установления их причин и установления также виновных лиц. У нас, получается, за прошедший сезон значит, подавляющее большинство пожаров возникли из-за прохождения грозовых фронтов, это 94%, получается, от общего количества пожаров. Также у нас 18 пожаров возникли в результате неосторожного обращения с огнем. Здесь были виновные люди. Вот. Из 18 пожаров у нас 7 пожаров возникли значит, при разведении костров, 5 пожаров у нас возникли значит, при курении, неосторожном обращении при курении. Также у нас есть 3 факта пожара, которые возникли в результате незаконного выжигания сухой травы. 2 пожара возникли от искры из выхлопных труб транспортных средств. И 1 пожар за неосторожное обращение с золой. Ну, такое даже бывает. Но хотелось бы остановиться на виновных лицах. Установлены ли они, те, кто были причиной возникновения лесных пожаров, и какие меры к ним применяются? Ну да, разумеется, виновные лица были установлены. Эту работу мы проводим не одни. Значит, это совместная работа с сотрудниками Министерства внутренних дел, Министерства экологии и природопользования республики. Значит, в этом году у нас мы совместными усилиями установили 11 виновных лиц. Из них, значит, 8 человек были привлечены к административной ответственности. Они уже заплатили штрафы. Значит, в отношении 2 виновных лиц возбуждены уголовные дела, и в отношении 1 там проверка еще до конца не завершена, проводится. А какие санкции предусмотрены за возникновение лесного пожара? Ну, санкции у нас вообще есть 2 вида ответственности за возникновение лесных пожаров. Это уголовная ответственность и административная. Значит, уголовная ответственность у нас предусмотрена частью 1 статьи 261 Уголовного кодекса Российской Федерации. Там наши санкции, значит, там от 300 до 500 тысяч рублей, вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет. Да, ну и также административная ответственность у нас, значит, предусмотрена часть 4 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкции от 50 тысяч до 2 миллионов рублей. Да, здесь мне нужно сказать, что в этом году законодатель с июня месяца в разы повысил санкции за нарушения, да, подобные, значит, за возникновение лесных пожаров в разы. Если, например, гражданин, если допустил лесной пожар в результате неосторожного обращения с огнем и ущерб не превысил 10 тысяч рублей, то санкции до июня месяца этого года санкции были 5 тысяч рублей на гражданину, то сейчас 50 тысяч. Да, вот такие изменения. А насколько сложно установить виновника?
Ну, разумеется, виновных лиц установить достаточно сложно, потому что все-таки это лесные пожары, они происходят в таких безлюдных местах, то есть мы их называем в условиях, происходит не в условиях неочевидности, то есть правонарушитель или преступник, он, значит, совершив деяние, может покинуть место совершения преступления или правонарушения свободно, при этом остается никем незамеченным, поэтому есть определенные сложности. Ну, также и установить очаг пожара тоже бывают сложности. Получается, что очень часто обстановка меняется, потому что как-никак это пожар, следы выгорают, там, на месте пожара много людей тушат, там техника ездит, ну и так далее. Потом еще есть сложность такая, что нужно еще добраться до места, то есть до места происшествия. Это тоже очень сложно, представляете, в эту жару, там комары, мошки, это, естественно, это не где-то, это дальние, труднодоступные места, техника туда не доезжает. Получается, дознаватель, со следственно-оперативной группой, они вынуждены ехать каким-то образом там, на машине, там, пока позволяет дорога, так сказать, а потом они едут, так сказать, путь тернистый там, на лошадях, на лодках моторных, там пешком они идут, там бывает, что несколько дней добираются до места происшествия. Ну и тоже уже уже дойдя до места, они, получается, должны установить очаг, тоже сложности, провести детальный осмотр места происшествия, там, вплоть до осмотра каждого поврежденного дерева. Но даже несмотря на все эти сложности, виновных все-таки удается вычислить. Да. Расскажите, какая проводится работа, чтобы защитить население от последствий лесных пожаров? Так, это защита населенных пунктов от лесных пожаров, но, разумеется, тоже проводится круглый год, фактически проводится огромная работа, как надзорные мероприятия, так и профилактические. Надзорные мероприятия у нас подвержены угрозе, лесных пожаров 475 населенных пунктов официально, все они были проверены. Было допущено, получается, более 1000 нарушений требований пожарной безопасности. Разумеется, применены меры административного воздействия в отношении муниципальных образований. И профилактическая работа, естественно, она проводится ежегодно в рамках подготовки к пожароопасному сезону. Мы организуем работу патрульно-контрольных групп. Это, получается, межведомственная работа. Эти патрульно-контрольные группы уже как правило, с конца апреля до конца пожароопасного сезона они ежедневно проводят рейдовые мероприятия. Если вкратце, если в статистику сказать, то было проведено патрульно-контрольными группами около 8000 рейдовых мероприятий, там 500 было постов выставлено, проинструктировано о мерах пожарной безопасности было более 60 000 человек, около 10 000 было у нас организовано выступлений и публикаций в средствах массовой информации. И, разумеется, административное воздействие. Это, было составлено порядка 400 протоколов об административных правонарушениях. Если точно, то 396 протоколов. А какие в этом году приняты новые нормативно-правовые акты касательно борьбы с лесными пожарами? Так, касательно борьбы по данной теме, разумеется, было очень много нормативно-правовых актов, составлено как федеральных, так и республиканских. Я опять же хочу повториться, что за возникновение лесного пожара у нас увеличены санкции, это я уже рассказывала, Кроме этого, получается, сейчас в настоящее время на согласовании находится нормативно-правовой акт республики, который определяет порядок выплаты денежного вознаграждения гражданам, которые сообщили о лицах, виновных в возникновении лесных пожаров. То есть, получается, сейчас уже правительство будет выплачивать определенную денежную сумму тем, кто сообщил о виновнике лесного пожара. Поэтому мы долго добивались этого нормативного правового акта. Я надеюсь, он будет принят, и всеобщими усилиями это положение нам поможет все-таки
улучшить раскрытие преступлений данной категории дел. Надежда Ивановна, но несмотря на то, что лесопожарный сезон закончился, ваша работа в этом направлении тоже не завершается. Может быть, уже начались какие-то подготовительные работы к следующему сезону, какие-то профилактические работы, которые вы уже начали проводить? Да, но профилактика сейчас, патрульно-контрольные группы все равно продолжают работать, да, все равно в средствах массовой информации, даже сейчас, и вот сейчас это все равно профилактика считается, да, как вот, работа продолжается, она, как я повторюсь уже, что она все равно продолжается круглый год, особенно по защите населенных пунктов надзорные мероприятия у нас проверяются документарно, непосредственно выездные проверки круглый год. Но в завершении нашего с вами разговора, нашей беседы, что бы вы хотели пожелать жителям республики? Пожелать, ну, наверное, все-таки не пожелание, а скорее будет призыв, потому что, прежде всего, я как сотрудник пожарного надзора призываю соблюдать требования пожарной безопасности, чтобы люди были более бдительны, осторожны, потому что человеческая, знаете, вот халатность, она может привести к самым ужасным последствиям, и об этом надо помнить и всегда и не забывать. Ну, так раз. Надежда Ивановна, спасибо вам большое. Действительно, всегда нужно быть начеку, внимательным, не оставлять ни мусор в лесополосе, ни те же самые окурки. Все может привести к большим последствиям и большим лесным возгораниям. Благодарю вас, что вы пришли, ответили на все наши вопросы. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.